Доброе утро, наши дорогие уважаемые телезрители. Это «Утро Якутии» на телеканалах «Якутия-24» и НВК «Саха». Сегодня в студии работаю я, Руслан Ачиров, и вместе с вами мы проснемся, подготовимся к новому рабочему дню, сделаем сегодня утреннюю зарядку, послушаем наших замечательных гостей и, конечно, посмотрим самые интересные сюжеты и новости. Но прежде чем начать, хотелось бы напомнить, что у нас есть соцсети, это телеграм-канал «Утро Якутии». Подписаться на него вы можете наведя свой фотоаппарат телефона на QR-код, который вы видите на экране. Ну и, конечно, у нас также появился канал в мессенджере Max, где мы также выкладываем все самое интересное, вырезки из наших передач, общаемся с нашими подписчиками. Ну и, конечно же, всегда там хорошее настроение. Ну, сейчас, если честно, я шел по улице в городе Якутске. У нас достаточно такая, как будто пурга, поэтому, я думаю, будет интересно узнать, какая же погода за окном, чтобы знать, как одеться сегодня на работу. По состоянию на 6 часов утра температура воздуха в центральных районах республики была минус 11, минус 5 градусов. В заречной группе Улусов от минус 4 до 0. В южных минус 11, минус 7. В Вилюйской группе Улусов от 17 до 14 градусов со знаком минус. В Нижнеленских минус 16, минус 13, в западных минус 20, минус 12 градусов. В Колымо-Индигирской группе Улусов от 14 до 5 градусов ниже нуля. В Янских минус 13, минус 1. На северо-западе республики от минус 21 до минус 2 градусов. В городе Якутске температура воздуха на 6 часов утра была минус 7 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер 5 метров в секунду, западно-северо-западный. Сегодня днем минус 5, минус 7. Умеренный снег, гололедица на дорогах, ветер северо-западный от 5 до 10 метров в секунду. Но, как видите, действительно, погода в целом, даже по республике взять, то попрохладнее, чем это было вчера. Поэтому одевайтесь потеплее. Ну, а прямо сейчас давайте узнаем, какие актуальные новости произошли к этому часу. Доброе утро, Якутия. Далее блок новостей. По решению главы республики Айсена Николаева ко Дню Победы участникам Великой Отечественной войны будет назначена единовременная выплата в размере 1 миллиона рублей. На сегодняшний день в регионе проживают 7 ветеранов, каждый из которых является для современников символом мужества и беззаветной любви к родине. Данная мера поддержки призвана выразить глубокое уважение и искреннюю благодарность поколению победителей, отстоявшему свободу страны. Глава республики подчеркнул, что долг общества окружать ветеранов постоянным вниманием и подтверждать признательность не только словами, но и конкретными делами. Дополнительную технику привлекают к северному завозу в Якутии. Специалисты прогнозируют закрытие автозимников уже в начале апреля из-за аномально теплой весны. По ним осуществляется доставка жизнеобеспечивающих грузов. При этом на сегодня от плана было завезено лишь 82%. Это порядка 418 тысяч тонн различных грузов. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года есть отставание от графика, отметили в Министерстве по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики. Однако, по словам заместителя главы ведомства Никиты Павлова, правительство держит ситуацию под контролем. Работают оперативные группы, привлекаются дополнительные ресурсы. Уже для себя прогнозируем раннее закрытие. Значит, количество автотехники необходимо наращивать по тем или иным направлениям. Каждому хозсубъекту дана задача о том, чтобы каждый просчитывал свои запасы на местах. Это будь ГУП, государственное предприятие ЖКХ, да, Республики Саха-Якутия, Саханефтегазбыт, Русгидро. Это, с такими компаниями мы и с ними отрабатываем. Роспотребнадзор подготовил проект поправок СанПин, направленных на ужесточение контроля над рынком готовой еды. Необходимость новых мер вызвана стремительным ростом этого сегмента, за которым не успевает действующее нормативное регулирование. Основные требования законопроекта включают запрет на размещение производств готовой еды в жилых домах, повышение уровня автоматизации производственных процессов минимум до 50%, обязательное использование ультрафиолетовых ламп и систем управления пищевым
пищевыми добавками и аллергенами. Актуальность инициативы подтверждается данными Роскачества. Около 65% россиян регулярно покупают готовую еду. На ужин, а 57% на обед. В СФФУ стартовал традиционный день открытых дверей для будущих абитуриентов. Так можно знакомиться с учебными подразделениями, которые расскажут о своих образовательных программах и правилах приема. Всего это 12 институтов, 5 факультетов, 3 филиала, 2 колледжа и военный учебный центр СФУ. Или же 445 основных образовательных программ. В этом году университет представит около 4000 бюджетных мест. В этом году у нас есть нововведение в организации приема, в организации приемной кампании. Первое большое изменение – это для поступающих на базе СПО. Они уже могут поступать по результатам внутренних вступительных экзаменов вуза только по профилю. Мой любимый пример – это медицинский институт. При поступлении в медицинский институт они должны иметь диплом о среднем профобразовании именно по медицинским специальностям. Каждый наш институт-факультет самостоятельно установил соответствие профилей СПО к высшему образованию. И, соответственно, у нас есть большой уникальный классификатор именно этого соответствия. В этом году православная Пасха выпадает на воскресенье 12 апреля, поскольку праздник не является государственным. Дополнительного выходного дня в понедельник на федеральном уровне не будет. Исключением станет только Республика Крым, где региональное законодательство позволяет устанавливать дополнительные нерабочие дни. Как пояснили в Общественной палате России, это обусловлено светским характером государства. Согласно Конституции, ни одна религия не может иметь приоритетного статуса. При этом Трудовой кодекс дает право властям субъектов России самостоятельно вводить праздничные дни на своей территории. А теперь отправимся за пушистыми новостями в Китай. В Гонконге придумали новый способ расслабиться – кошачий массаж. Заведение называется Фу-Инг Массаж, и это место уже стало настоящей точкой притяжения для любителей необычного отдыха. Здесь живут десятки пушистых сотрудников, которые во время процедур свободно гуляют по залу, играют между собой и с гостями, а иногда могут устроиться прямо рядом с вами. Правда, важно помнить, котики сами решают, к кому подойти, все по любви и взаимной симпатии. Сам массаж классический, чаще всего это расслабляющий массаж ног, а вот атмосфера вокруг совсем нестандартная. Мурчание, мягкие лапки и постоянное ощущение, что вы оказались в настоящем кошачьем антистрессе. Стоит такой сеанс всего 50 гонконгских долларов, это примерно 500 рублей. Но есть и небольшой минус. Как бы не хотелось забрать ни одного из этих пушистых терапевтов домой не получится. Но я думаю, что кто, как не кошки, знает толк в правильном пробуждении. Грациозное подтягивание, мягкий шаг, гибкая спина и ни капли сонливости. Предлагаю поймать волну этого вдохновения и сделать утреннюю зарядку. Всем доброе утро, и наше прекрасное утро мы начинаем с зарядки. Итак, сегодня мы опять же сделаем упражнения на все группы мышц. Итак, повторяем вместе со мной. Поехали! Обязательно дышим, делаем вдох, выдох, вдох, выдох, вдох, выдох. Немножечко наклоняемся и тянемся в бок. Ножку мы ставим назад, а ручки тянутся в бок. Это упражнение мы также выполняем по 1 минуте. Следующее упражнение у нас также разогревает наши плечи, разогревает наши мышцы, разгоняет нашу кровь. Выполняем это упражнение также по 1 минуте. Не забываем обязательно дышать. Вдох, выдох, вдох, выдох. Ручки сзади мы соединяем. Следующее упражнение. Мы встаем на носочки и поднимаем ручки поочередно.
Делаем вдох, выдох, вдох, выдох. Ножки встряхнули, ручки встряхнули. Следующее упражнение у нас круговые движения руками перед собой. Немножечко включаем свои бедра. Это упражнение тоже также выполняем 1 минуту. Можно немножечко наклониться в сторону и согнуть коленку. Так, следующее упражнение у нас разводим ручки в сторону. Лопатки сводим и продолжаем дышать. Этот комплекс мы выполняем друг за другом без остановки. Каждое упражнение выполняется по 1 минуте. Если вы будете делать эту зарядку каждый день, то ваше тело точно проснется. Всем пока-пока. Ну что, зарядка задала нам активный ритм утра, но важно уметь плавно переходить от динамики к гармонии. Именно таким искусством соединения движения и покоя веками славится чайная церемония. О ее секретах нам поведает Анна Горчаковская. Доброе утро! Сегодня в рубрике «Дела семейные» я вам расскажу про чайную церемонию и как она может сплотить семью и помочь вам выйти на глубокий разговор. Чайной церемонии уже 4000 лет. И она, конечно же, не про чай, это не просто попить чай, это про искусство спокойствия и искусство соединения друг с другом. Мы можем выпить кофе, быстро его залить и побежать. Мы можем заварить чай и сделать это традицией семьи. А для того, чтобы это сделать, вам понадобятся небольшие чашки. Не обязательно покупать весь набор чайной церемонии, вам нужны маленькие чашки, потому что маленькая чашка — это всегда про расслабление. Да? Это маленькие глотки, это неспешный разговор друг с другом, и вам понадобится небольшой чайник. Небольшой чайник и, конечно же, сам чай. Именно чай нам помогает расслабиться и пойти во вкус. Чай любой, он может менять свою консистенцию. Сначала он становится таким, да? Мы его ощущаем, мы его пьем и начинаем знакомиться с ним с вот такого состояния, и потом он становится вот таким. И это, конечно же, искусство. Это, конечно же, процесс, который происходит в моменте. И самое главное, с чаем нужно знакомиться через запах. То есть не просто я его пью быстро-быстро, а я сначала его ощущаю запахом, и потом я его неспешно пью. Да? И можно задавать друг другу вопросы. А как тебе этот вкус? Что он напоминает? Как ты себя чувствуешь? И расслабляться. То есть когда мы пьем чай, мы расслабляемся, мы успокаиваем свою нервную систему, мы идем в глубокие разговоры. Это может быть прекрасной традицией для всей вашей семьи. Первый этап чайной церемонии — это, конечно же, омовение посуды. Наша задача взять кипяток, либо воду 90-80 градусов и омыть нашу посуду, для того, чтобы она была у нас чистой и теплой. Мы знакомимся с чаем сначала через запах и чувствуем его уже в теплом чайнике, ощущаем его запах и, конечно же, у всех домочадцев спрашиваем, что ты ощущаешь, какой это запах, что он тебе напоминает. Чаще всего, особенно у взрослых людей, эти запахи направляют нас в детство, такое прекрасное время. Мы заливаем наш чайничек в чашу справедливости и уже разливаем по чашкам. И этот первый чай мы никогда не пьем, потому что считается, что именно так мы очищаем чай и его благодарим. То есть первый чай, который уже с нашего чайника идет, мы его никогда не пьем. Мы его отправляем обратно и
с благодарностью его выливаем. Второй пролив мы пьем. И, конечно же, чайные церемонии, вообще распитие чая, чаепитие — это про спокойствие. Это про взаимодействие друг с другом, и это может быть прекрасной традицией, когда мы садимся и можем час спокойно пить чай через ощущение. Сначала я его вкушаю, запах носом, и потом я потихонечку, глоточек за глоточком пью этот чай. И как раз-таки в таком чаепитии мы можем пообщаться, мы можем спокойно поговорить, мы можем пойти вглубь себя и укрепить свою семью. Но мы погрузились в атмосферу чайной церемонии, традиции, где каждый жест имеет значение, а за чашкой чая скрываются века истории. Время также бережно хранит памятные даты и события, которые когда-то изменили ход дней. Сегодня 31 марта. Чем же знаменателен этот день? На календаре 31 марта, по народному календарю Кирилл Дери Полос. В этот день православная церковь отмечает память святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского, жившего в IV веке. Свое прозвище Кирилл получил в народе благодаря мартовской погоде и быстрому таянию снега. Выехав утром на санях, растаявший накануне на жарком солнце и подмерзший за ночь, можно было действительно ободрать полозья анаст. Этот день в истории, 1814 год, русские и союзные войска вступили в Париж. В 1889 году в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни. В 1893 году изобретена новая застежка, названная «молнией». В 1917 году Дания официально передала под управление США южную часть Виргинских островов. В 1943 году завершилась Ржевская битва во время Великой Отечественной войны. В 1966 году в СССР осуществлен запуск первого искусственного спутника Луны. В этот день родились в 1596 году Рене Декарт, французский философ, математик, физик, физиолог. В 1685 году Иоганн Себастьян Бах, немецкий композитор, органист, музыкальный педагог. В 1732 году родился Йозеф Гайдн, австрийский композитор, представитель Венской классической школы. В 1882 году Корней Чуковский, русский поэт и литературовед, автор детских стихотворных сказок. В 1907 году родился Яков Джугашвили, советский военнослужащий, старший сын Иосифа Сталина. В 1931 году Тамара Тышкевич, советская легкоатлетка, олимпийская чемпионка. В 1938 году родился Александр Збруев, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Именины сегодня отмечают Григорий, Данил, Дмитрий, Кирилл, Наталья, Трофим. В эти дни в Якутске с рабочим визитом находится делегация Всероссийского детского центра «Смена». С 2022 года ВДЦ «Смена» является федеральным оператором по организации повышения квалификации руководителей и педагогических работников образовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования. О том, как выстроена система подготовки педагогов, какие возможности открываются перед студентами из Якутии, мы поговорим с нашим гостем, руководителем Федерального центра развития и воспитания в системе среднего профессионального образования Всероссийского детского центра «Смена» Данилом Уфимцевым. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите о целях и задачах центра. Федеральный центр развития и воспитания в системе СПО был создан в 2024 году. И основная задача центра, в первую очередь, как раз-таки в рамках федерального проекта «Профессионалитет», обеспечить повышение квалификации руководителей и педагогических работников образовательных организаций среднего профессионального образования. Обучение нацелено на проектирование, организацию и реализации воспитательной работы в образовательных организациях, в колледжах и техникумах. Ну и для того, чтобы эту задачу выполнять, конечно же, нужно быть погруженным во всю специфику воспитательной работы. И здесь мы занимаемся методическим сопровождением этого направления,
проводим различные мероприятия, связанные с лучшими практиками, выявляем их, тиражируем регионам и предлагаем пользоваться образовательными организациями. Ну, если подытожить, то это вопрос, связанный с обучением и методической поддержкой по организации воспитательной работы. Мгм. Ну вот в этом году Центр реализует 7 программ для руководителей и педагогических работников системы среднего профессионального образования. Вот расскажите, какие это программы и как можно стать его участником? Да, у нас действительно в этом году 7 программ. Если прошлые годы у нас было меньшее количество программ, доступных для обучения, то в этом году, с этого года у нас расширено количество категорий педагогических работников, которые могут принимать участие в обучении. И исходя из этого у нас и увеличилось количество программ. Я их, наверное, все перечислять не буду, но хочу отметить, что одна из программ направлена на обучение управленческих команд. Это директор, заместитель директора по воспитательной работе и советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими общественными организациями. Соответственно, ну, здесь очень важно, конечно же, само название программы говорит о том, что важно, так скажем, повысить квалификацию управленческих команд в организации воспитательной работы. И коллеги из регионов образовательных организаций отмечают важность и необходимость с точки зрения, когда нужно пересмотреть воспитательную работу в колледже или донастроить ее. Есть запрос у коллег, и в этом смысле командный подход представляется крайне важным. Ну и, конечно же, это вопросы, связанные с педагогическими технологиями при реализации образовательных программ. Отдельно мы говорим и обучаем по направлению, связанным с профессионально-трудовым воспитанием. Это особо важное такое направление в рамках профессионалитета, потому что сам федеральный проект профессионалитет, он нацелен на кадровое обеспечение экономики нашей страны. И для подготовки специалистов, выпускников образовательных организаций важно, конечно же, этим направлением очень заниматься для того, чтобы была закрепляемость, трудоустройство и прочие направления этой деятельности. Ну и программы, связанные с методическим сопровождением, программы, связанные с реализацией воспитательной деятельности в рамках дополнительных образовательных программ. И, конечно же, немаловажно это еще и с учетом реализации воспитательной работы по отраслевой специфике, то есть привязка непосредственно к отраслям, и это тоже очень тесно коррелируется с профессионально-трудовым воспитанием. Заявиться могут все образовательные организации, реализующие программы СПО. Это нововведение с 2026 года. Раньше участвовали только те колледжи и техникумы, которые были в федеральном проекте «Профессионалитет». С этого года мы открыты для всей системы среднего профессионального образования, и заявки через специальный сайт можно будет подать руководителям и педагогическим работникам для прохождения обучения. Угу. Ну вот, также известно, что Центр проводит опрос среди руководителей и педагогов СПО. Какие системные проблемы или точки роста выявляет этот опрос? Да, опрос этот нацелен на выявление образовательных дефицитов или профессиональных затруднений в работе наших педагогов, и для того, чтобы программы были практикоориентированы, соответствовали запросу, так скажем, наших слушателей. У нас есть вот такой впервые проводится этот опрос Федеральным центром «Смена». И, конечно же, здесь мы уже имеем первые результаты. И здесь одна из задач или направлений, которые востребованы, это вопрос, связанный с работой со студентами, то есть эффективные методики, технологии, и работа с родителями. То есть тоже очень важно, потому что в СПО учатся несовершеннолетние, и, соответственно,
наши программы по итогам опроса будут учитывать запрос педработников. Ну, то есть очень важно, чтобы обучение оно было не просто какой-то теорией, а именно то, что требуется на местах. Да, именно Спасибо вам большое за очень интересную беседу. Да, Желаем спасибо. доброго утра. Но надо отметить, что Всероссийский детский центр «Смена» давно стал местом, где юные таланты и активисты находят свой путь, получают заряд энергии и учатся быть лидерами. Но главная проверка навыков и настоящая смена ожидает ребят уже после окончания школ в студенчестве, где энтузиазм нужно подкреплять конкретными делами, а рядом обязательно должен быть опытный наставник. Таким примером преданности своему делу и воспитания молодежи может служить история преподавателя из Якутии. Батя, так его зовут студенты. И не потому, что преподаватель Алданского политехникума и специалист по охране труда Александр Геннадьевич Телеутов им отец родной, а исключительно из уважения. В кузницу кадров Александр Геннадьевич пришел 11 лет назад. Он преподает ОБЖ и ОБЗР, а также ведет разноплановую работу по линии патриотического воспитания молодежи. Сборы, слеты, участие в военно-исторических реконструкциях, скучать и расслабляться ребятам некогда. А в апреле студенческий поисковый отряд, командиром которого также является Александр Геннадьевич, отправится в Тверскую область. В течение почти 3 недель бойцы в составе российской экспедиции будут вести раскопы на местах боев Великой Отечественной войны. На одном из занятий Александра Геннадьевича побывали наши коллеги. Строгий, но справедливый. Так отзываются студенты Алданского политехникума о своем преподавателе Александре Телеутове. Александр Геннадьевич преподает ОБЗР и БЖ. На его занятиях всегда интересно. Даже самую обычную информацию он раскрывает по-настоящему увлекательно. Александр Геннадьевич, он как бы серьезный, но и по отношению к нам может быть и добрым. Ну, как бы он отличный человек в этом плане. В прошлом году, 23 февраля, тоже мы тут сборы у нас были. Все тоже участвовали, проводили. Во всех мероприятиях участвуем. Александр Геннадьевич нас зовет, говорит, давайте это, ребята, делаем. В кузницу кадров Александр Геннадьевич пришел 11 лет назад. По первой профессии он педагог-историк, однако много лет отработал в железнодорожной отрасли и в Министерстве юстиции. Перестроиться на работу с детьми получилось быстро. Преподавать я не боялся, потому что в мою функцию в управлении юстиции входила плотная работа с личным составом. Единственное, мне было сложно адаптироваться по возрасту. Это просто юноши после школы, поэтому немножко было мне трудно адаптироваться. В принципе, нашел я общий язык с ребятами. Когда Александр Геннадьевич на месте, дверь в его кабинет всегда открыта, и недостатков в посетителях нет. К преподавателю студенты обращаются с самыми разными вопросами. Жизненному опыту наставника, помноженному на доброту и мудрость, ребята доверяют безгранично. Александр Геннадьевич всегда поможет и поддержит. И это прям 100%. Как человек очень даже хороший. Бывает строгий, но строгость это задел, если так говорить. Преподаватель тоже хороший достаточно, тоже рассказывает, показывает. Большую работу Александр Геннадьевич ведет по линии патриотического воспитания молодежи. В июне первокурсники отправляются на военно-полевые сборы. На допризывных учениях все как в армии. Занятия проходят на нескольких точках. Также Александр Геннадьевич принял активное участие в создании добровольческих стройотрядов. Ранее студенты выезжали в село Якокит, где трудились в одном из крупнейших фермерских хозяйств района. Ожидается, что возрождение советской традиции продолжится. И даже был такой случай, когда мы находились на поле, и с леса вышел дедушка древний, и стоит, моргает. Мы подходим, спрашиваем, дед, что с вами? Он говорит, вы знаете, я думал, что я в Советский Союз попал обратно. Студенты, говорит, на полях работают. В январе 2021 года на базе политехникума под руководством бывшего директора Алексея Иванова было создано Алданское отделение Российского военно-исторического общества. Со вступлением кузницы кадров в его ряды горизонты познавательной и творческой деятельности для студентов расширились. И наши юноармейцы, помимо юноармейских мероприятий, нас стали привлекать для организации
военно-исторических реконструкций. Мы поучаствовали в 3 за этот период больших военно-исторических реконструкций. Это гибель штаба Каландарашвили мы в Якутске, делали в селе Абага, участвовали в реконструкции последней битвы гражданской войны. Это противостояние Строда и Пепеляева. Вот уже несколько лет Александр Геннадьевич является командиром студенческого поискового отряда «Отважные». Юноши регулярно выезжают в экспедиции по местам боев Великой Отечественной войны. Сейчас бойцы вновь готовятся к поисковым работам. На раскопы в Тверскую область отряд отправится в апреле. Вот я беру с собой 6 ребят, 2 из них подготовленные, прошедшие обучение, побывавшие уже в 3 экспедициях. Это будет их 4-я, 5-я экспедиция, скажем так. И 4 юных ребят, которые заинтересовались поисковым движением. Своему командиру бойцы подчиняются беспрекословно. Впрочем, его сдержанность и даже некоторая суровость никого не обманывают. Между собой студенты называют Александра Геннадьевича «батей». Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Но Александр Геннадьевич Телютов сохраняет историю страны через поисковую работу и воспитание молодежи. Но есть и другой способ бережно хранить память и передавать ее через поколения. Это превращать историю в искусство, в изделия, сделанные своими руками. Совсем другая история, но с таким же трепетным отношением к своему делу во Владивостоке. Там живет мастер, который создает коллекции кованых украшений в собственной кузне. Из необычного все украшения с историей, а сам мастер – женщина. Подробности в следующем сюжете. В одном из помещений бывшего судоремонтного завода Ольга Локтионова оборудовала собственную кузню. Необычное увлечение захватило ее с головой в 2019-м. Начиналось все с наконечников для фестивальных стрел и советов опытных коллег. Сегодня мастер создает коллекции кованых украшений. Каждая с историей и особым смыслом. На эту, например, вдохновили пески загадочной планеты Аракис и сам научно-фантастический роман «Дюна» Фрэнка Герберта. Из этой же коллекции, собственно, вот у меня, да, Крис-ножи, то есть это только, опять же, как я их вижу. Мне сказали, говорит, ну они же не похожи на те, которые в фильме. Я говорю, ну, во-первых, вы смотрели только один фильм. Вот, то есть это, да, те самые Крис-ножи Фриманов, да, которые они изготавливали из зуба шейхулуда, причем, то есть это был как раз символ того, что они уже взрослые, да, прошли обряд инициации. Украшения Ольга создает из нержавеющей стали и бронзы. Рассказывает, похожие носили в эпоху викингов и в Средневековье. Образование искусствоведа и мастера декоративно-прикладного творчества в этом смысле стали хорошей базой, как и увлечение исторической реконструкцией. А технику, как говорится, отточила с годами. Теперь с легкостью превращает куски металла в кольца, серьги, заколки и браслеты. Это из латуни сделано, это реплика браслета эпохи викингов. У них такие браслеты делались из золота, ну, у меня из латуни. Вот. Это, кстати, браслет единственный, который узнают любые, как бы абсолютно посторонние люди, не связанные ни с историей, ни с чем. Этот тип браслета очень прославился благодаря сериалу «Викинги». Следующую коллекцию мастер планирует посвятить удивительному прошлому Дальнего Востока и народам, которые его населяли. Вдохновение искала в музеях и исторических материалах. Расписала для наглядности и стены своей мастерской. Мы очень сильно отличаемся от всего, скажем, да, там, центральной части России, да, то есть у нас культура и вкусы, и, там, не в дизайне, да, раньше в дизайне точно были. На какие-то моменты мы очень связаны все-таки с Востоком, слишком рядом мы живем. Какими будут украшения, вдохновленные историей джурджени, бахайцев, удыгейцев, нанайцев и венов, пока не знает даже сама Ольга. Но то, что это действительно ее путь, подтверждают и интерес со стороны ценителей, и звание народного мастера Приморского края, которое Ольге Локтионовой присвоили в этом году. Ирина Бочанцева, Игорь Лещук, Панорама. У каждого мастера есть свои источники вдохновения. Кто-то черпает идеи из исторических событий, кто-то из путешествий, а кто-то из книг. Ведь именно литература способна перенести во времени, дать новые смыслы и даже подсказать сюжет для будущего произведения.
В Якутии, например, к чтению относятся с особым трепетом. И в преддверии большого события, второго международного фестиваля «Книжный ветер», который состоится летом этого года и реализуется при поддержке Фонда культурных инициатив и Министерства культуры и духовного развития республики, мы запускаем серию выпусков в нашей постоянной рубрике «Книжная полка». Вместе с известными людьми Якутии поговорим о их любимых книгах. Доброе утро, меня зовут Мира Аргунова, я художник-живописец, и сегодня хочу рассказать вам о своей любимой книге. И это книга Андрея Геласимова «Роза ветров». Андрей Геласимов очень интересный человек и совершенно бесподобного таланта писатель. Особенно приятно, что Андрей Геласимов очень долгое время жил в Якутске и был доцентом кафедры английской филологии Северо-Восточного федерального университета, в то время Якутского государственного университета имени Максима Кировича Амосова. Это один из самых талантливых писателей современности, и меня переполняет гордость, что я его знаю лично. Книга «Роза ветров» будет интересна всем, кто любит читать про приключения, и всем, кому интересна история Российской Федерации, история нашей страны, история России. В книге повествуется о подвиге капитана-лейтенанта Невельского, который, даже нарушив некоторые инструкции, которые ему давали, смог доказать, что устье Амура действительно судоходно, и благодаря этому Россия смогла удержать Дальний Восток. В книге очень много афоризмов и удивительных изречений, которые можно сделать даже крылатыми, назвать их крылатыми и сделать их такими. К примеру, человек должен уметь различить в другом человеке, то есть в душе его, в характере, в нраве именно те черты, каковыми он сможет всю жизнь потом любоваться. Это и будет любовь. Вечная, сильная, нерушимая. Мне кажется, что в целом философия Андрея Геласимова, например, человеку не обязательно быть счастливым, подчеркивает важность человеческой миссии. И мне эта позиция, в принципе, близка как человеку искусства. Я всем рекомендую эту книгу и уверена, что она принесет вам тоже много вдохновения и удовольствия от прочтения. С 23 по 26 июня в городе Якутске мы ждем второй международный фестиваль «Книжный ветер», на котором можно будет обсудить эти и другие шедевры литературы. Ждем вас и увидимся на фестивале. Но литература помогает нам заглянуть в чужие судьбы, найти ответы на важные вопросы и даже лучше понять самих себя. Но бывает, что для диалога с собой нужен не только текст, но и особое пространство, где слова подкрепляются действием, а разговор о главном становится честным и поддерживающим. В суете рабочих будней мы часто забываем спросить себя, а что я ценю в себе? Дальше мы расскажем о необычном психологическом формате – игре «Раскрой свою ценность». Мы побывали на площадке, где участники учились говорить о себе на языке честности и поддержки. Это пространство больше напоминает уютную комнату, чем лекционный зал. Здесь нет места скучным тестам. Сегодня в центре внимания психологическая игра «Раскрой свою ценность». Вместо скучных анкет – колода метафорических карт и живой диалог. Понятно, что я пользуюсь метафорическими картами в консультативной работе, в терапии, но это все равно не имеет такого вот массового использования, условно говоря. Поэтому я решила придумать такую психологическую игру, в которой несколько женщин могут собраться в приятной обстановке, в доверительных ситуациях, порассказывать про себя, что-то новое для себя поузнавать и наполниться каким-нибудь ресурсом. Мне кажется, это очень важно для нас. Она рассчитана на женскую аудиторию. Более того, вообще изначально даже идея про карты, она родилась еще раньше, потому что когда я сталкиваюсь с неуверенностью в себе наших женщин, мне как будто бы не хватало инструмента, как еще по-другому можно показать нашим замечательным девушкам, что они прекрасны. И вот в том числе, благодаря и созданию этих карт, и благодаря этому родилась именно такая женская программа.
Кто, как не будущие психологи, лучше всех чувствует тонкие материи души. Своими впечатлениями поделились студентки, которые пришли не просто поиграть, а протестировать новый инструмент для своей будущей практики. Те, кто решился заглянуть внутрь себя в формате эксперимента. Вообще суть игры состоит в том, чтобы мы вытягивали из колоды карточки и интерпретировали рисунки, выпавшие нам по нашему состоянию внутреннему. Вообще мы читаем наши кризисы, наши конфликты, разрешаем наши ресурсы и выводим это все вообще в суперсилу, по которой мы смогли бы справиться с той или иной проблемой. Мне очень понравилось то, что вначале нас ввели в курс дела, объяснили, как это все будет работать, что мы будем в команде, будем интерпретировать. Впервые наткнулась на метафорические карты. До этого я не знала об этом. На самом деле это очень интересно, потому что в обыденные дни ты не замечаешь своих проблем, либо своих сильных сторон. Сегодня было прям очень интересно узнать, каково, в принципе, полностью вливаться в эту игру, узнавать свою ценность своего опыта пройденного, и от этого ты, в принципе, можно узнать о себе намного больше. Участники выбирают из колоды те образы, которые откликаются именно им. Через ассоциации, через обсуждение в кругу, через вопросы Алены складывается картина личной уникальности. Я раскрылась, я узнала в себе что-то новое. И оказывается, я действительно могу быть сильной, одновременно быть слабой. Я поняла, что моя ценность — это моя свободолюбивость, моя свобода, в принципе. Да, я всегда знала, что это у меня есть, и я еще раз в этом убедилась. Это очень хорошо подкрепило мое мнение об этом. Вообще я открыла для себя актуальные проблемы и, наверное, пути их разрешения. Есть люди, которые не готовы раскрываться, но тем не менее они видят в этом ресурс, и они все равно приходят, потому что они видят картинку более объемной. Она получается со стороны. Все-таки человек думал про себя так, и тут появляются совершенно незнакомые люди и дают какую-то удивительную обратную связь. И он вдруг понимает, что не все так просто, и оказывается, все-таки я не уж настолько никакая, а оказывается, что-то во мне полезное есть. И это как раз такой толчок для развития и для понимания себя более объемно, что ли, целостно. Удивительно, как обычные картинки и живое общение могут стать настоящей перезагрузкой. Мы привыкли думать, что ценность нужно доказывать, а оказывается, ее нужно просто заметить и признать. Катерина Винокурова, Аэлита Махно, Якутск. Мы продолжаем говорить о самых заметных событиях этого утра. Ежегодно представляется... Правительство России утвердило концепцию развития в России первой помощи до 2036 года. Цель документа является создание условий для обеспечения широкомасштабного обучения населения навыкам оказания первой помощи и применения полученных навыков на практике для сохранения жизни людей. Первый этап реализации концепции начнется с 1 июня текущего года и продлится по 2027 год. Второй и третий этапы намечены на 28, 30 и 31-36 годы, уточнили в Кабмине. В Якутии активно реализуется национальный проект «Продолжительная активная жизнь». Результаты реализации проекта и итоги за прошедший 2025 год обсудили на заседании коллегии Министерства здравоохранения Республики. Работников, внесших значительный вклад в эту работу, наградили нагрудными знаками и благодарственными письмами. Сегодня главный результат – увеличение продолжительности жизни якутян, которая составила более 73,5 лет, что выше среднего показателя по стране и по Дальнему Востоку. Более того, Якутия находится на историческом минимуме по младенческой смертности, которая достигла 2,4 промилле. В прошлом году в республике было введено 8 крупных медицинских объектов.
Эта работа будет продолжена и в 26-30 годах. Сегодня правительство Российской Федерации утвердило наши мероприятия, и мы приступаем к строительству, возведению больших новых больничных комплексов в районах республики. Это Барагон Усть-Алданского, это Черский Нижнеколымского, Белая гора Быйского, Ленёка Ленёкского. Ну и, конечно, это долгожданная первая поликлиника, которую ждут большинство жителей столицы нашей республики. С 30 марта по 5 апреля в Якутии проходит неделя здоровья матери и ребенка, приуроченная к Дню неонатолога. По информации Минздрава республики, главной задачей остается обеспечение новорожденных высокотехнологичной медицинской помощью и внедрение современных методов диагностики. В рамках недели запланировано выступление врачей на телевидении, радио и публикации профилактических материалов в СМИ. Мероприятия по охране материнства и детства реализуются в рамках нацпроекта «Семья и продолжительная и активная жизнь». Мирным участники предстоящего киберспортивного турнира от профсоюза «Профалмаз» определили основную дисциплину соревнований путем прямого голосования. По результатам опроса среди игроков победу одержал файтинг Tekken 8. 20 мирнинских любителей виртуальных игр померились ловкостью и быстротой пальцев на киберспортивном турнире. Соревнования по игре Tekken 8 организовал профсоюз «Профалмаз». На турнире нет деления по возрасту или полу. Показать класс игры на геймпаде мог любой. Единственное условие – быть членом профсоюза. В таком виде развлечений я пришла с помощью своих друзей. У меня друзья очень многие организаторы. И как раз-таки есть люди, с которыми я из них очень близко общаюсь. И меня позвали поучаствовать. Игры выбирают сами участники. Каждый квартал проводят открытое голосование. В мае организаторы опробуют новый формат – Phygital Sport. Это гибрид мини-футбола и симулятора FIFA. Победителей определят по сумме очков. 30 марта на Солнце была зафиксирована мощная вспышка продолжительностью 49 минут. Событие произошло в группе пятен на фоне затяжного двухмесячного спада солнечной активности. Вспышки класса X являются самыми сильными и способны провоцировать радиационные бури, негативно влияющие на работу спутников, систем связи и наземных электросетей. Последний раз сопоставимое по мощности явление наблюдалось 4 февраля текущего года. Ученые отмечают, что текущее состояние Солнца характеризуются противоречивыми сигналами. Периоды высокой активности могут резко сменяться мертвыми сезонами затишья. Это были все новости этого утра. До встречи в эфире. Но сегодня мы поговорим о том, что волнует каждую семью – здоровье мамы и малыша. Разберемся, на что важно обращать внимание во время беременности и после родов, какие привычки действительно работают и как избежать распространенных ошибок. У нас в студии Марина Семенова, акушер-гинеколог женской консультации перинатального центра. Доброе утро. Здравствуйте. Марина Владимировна, с чего начинается забота о здоровье будущего ребенка? Здоровье будущего ребенка начинается с планирования, с подготовки к беременности, так называемая прегравидарная подготовка. То есть супружеская пара до планирования беременности должны обратиться в медицинское учреждение, чтобы пройти осмотр врача-акушер-гинеколога, врача-уролога для мужчины и врача-терапевта, чтобы выявить скрытые заболевания, чтобы выявить инфекции, чтобы провести заранее профилактику, да, лечение дефицитов, например, каких-нибудь. В общем, должны заранее все спланировать, подготовиться и начать подготовку. Ну вот, если говорить о временных рамках, то за сколько месяцев до планируемого зачатия нужно начинать подготовку? Заранее нужно подготовиться за 3-6 месяцев. Оптимально будет, да? Оптимально. Да, потому что если, например, у женщины отсутствует иммунитет к инфекциям, которые могут влиять на беременность, такие как ветряная оспа, краснуха, корь, тогда ей нужно будет поставить вакцину, а это делается за 3 месяца до предполагаемого зачатия. Но если вот говорить о витаминах, то понятно, что это такой достаточно индивидуальный, да, подход, но в целом, вот, может быть, есть какой-то такой усредненный, да, вот какие витамины точно нужны? Самый базовый минимум, да, как сейчас говорят, это у нас прием фолиевой кислоты, причем не только женщина должна принимать, но и мужчина.
Фолиевая кислота доказано, что влияет на развитие нервной трубки у плода. То есть это исключает пороки развития центральной нервной системы. И у нас по району это получается эндемичный по дефициту йода, то есть надо тоже принимать препараты йода, если отсутствуют противопоказания, и витамин D. Да, то есть у нас такой район, что солнца почти нету, и поэтому каждый человек должен постоянно принимать витамин D. Можно ли заниматься спортом во время беременности? Какие виды предпочтительнее, если можно? Спортом можно заниматься при отсутствии противопоказаний, а так вообще умеренные физические нагрузки это всегда полезные, да, ходьба. Для беременных предпочтительны такие неторопливые, да, без сильной физической нагрузки, это йога, бассейн, это всегда приветствуется, но, конечно, индивидуально нужно тоже поговорить со своим врачом, чтобы не было противопоказаний, да, чтобы не было осложнений на беременность. Ну, еще такой вопрос, как выбрать врача для ведения беременности и родов? По сердцу. А так, надо, конечно, с самого начала беременности сразу обратиться в женскую консультацию по месту жительства, дойти до своего акушер-гинеколога, да, и мне самое главное, кажется, нужно обязательно делиться с врачом своими опасениями, да, своими мыслями, потому что, надо говорить ртом, да, какие у вас проблемы есть, какие у вас есть недопонимания, и если все выговаривать, да, если все проговаривать, то, мне кажется, можно найти подход к любому пациенту, к любому врачу, да, не бояться спрашивать помощи, да, не бояться спрашивать исследования, да, если сильно беспокоишься, потому что психологическая поддержка, тоже важна, мне кажется, и мы всегда стараемся пациентам идти навстречу. Особенно у нас такая специфика, да, что к нам обращаются женщины из районов, то есть у них ограниченное время на обследование, да, бывает у них уже обратный билет на руках, и за короткий промежуток времени нам нужно все обследования пройти. Стараемся, конечно, идти навстречу, да, каждый относиться индивидуально. Поэтому, если есть какие-то серьезные недомолвки со своим врачом, то нужно, мне кажется, проговаривать. Действительно, такие случаи, когда человек, мама приезжает, будущая мама приезжает, и у него ограниченное время, но все-таки, например, если есть доступ, да, к акушеру, гинекологу, то есть к своему врачу, то как часто нужно посещать врача во время беременности? Это, если совсем нормальная беременность, то это 10 посещений, да, за всю беременность, но у нас такое, конечно, редко бывает. Почти у всех женщин находятся какие-нибудь аномалии, да, поэтому все строго индивидуально. Врач сам подбирает, вызывает на следующий прием, назначает обследование. А так, самый базовый минимум – это 10 посещений. И еще хочу сказать, да, у нас такое понятие есть, что женщине нужно стать на доучет, на диспансерный учет на 12-й неделе. Это сейчас не так. Сейчас остается, как она придет, да, сразу как узнала о беременности. Чем раньше, тем лучше. Да? Оптимально будет 6-8 недель, да, чтобы обследовать, убедиться, что беременность есть, развивается и все у нее хорошо. То есть правило простое: как только узнали о беременности, да, сразу идти в женскую консультацию. Нужно ли соблюдать строгую диету будущей маме? Правда ли, что беременным нужно есть за двоих? Соблюдать диету, да, конечно, нужно, да, это сбалансированное питание, разнообразное, обязательно прием белка достаточного количества, сложных углеводов и фруктов, овощей, клетчатка, да, для пищеварения нужно. А так диета тоже строго подбирается индивидуально врачом. У очень многих сейчас встречается гестационный сахарный диабет, то есть когда повышен уровень сахара в крови, и что чревато нарушениями развития и для плода, и вызывает осложнение беременности. Поэтому все строго индивидуально. Насколько я знаю, наверное, самый такой яркий период — это, наверное, токсикоз, да, он многих будущих мам беспокоит. А есть ли какие-то безопасные способы избавиться от неприятного токсикоза? Токсикоз – это не норма, во-первых, да, это патология, и обязательно это тоже нужно обсудить со своим врачом, да, потому что
Тяжелый токсикоз, да, то есть рвота 10-20 раз в сутки, это вызывает серьезные осложнения, может угрожать даже жизни матери и будущего ребенка. Поэтому своевременно обратиться, да, своевременно выявить, все обследовать и назначить лечение, это тоже минимум. Все понятно. То есть Да. врач может тоже назначить лечение, чтобы избавить от этого? Да, конечно, есть противорвотные средства, там, и очень надо вот следить за анализами, обязательно. А как подготовиться к родам без стресса? Ну, читать литературу, да, знать, как протекают периоды родов, какие бывают периоды родов, обсудить со своим врачом, да, вот как, может быть, ей положена дородовая госпитализация, да, и она вот до родов уже поступит в больницу и будет уже в условиях стационара готовиться к родам. Также очень важна, мне кажется, поддержка родных и близких, да, вот сейчас есть партнерские роды, да, когда женщина поступает с мужем, там, может даже с подругой, либо с матерью, поступает, и партнер с ней находится в родовом зале во время родов, что оказывает ей поддержку. Ну, Марина Владимировна, спасибо большое за очень развернутую тему, да, очень хорошо все рассказали. Я думаю, нас также будущие мамы смотрят, и я думаю, им информация будет очень-очень полезна. Спасибо большое. Ну, дорогие друзья, мы, конечно же, в завершении хотели пожелать вам хорошего начала дня. Я думаю, что наша программа сегодня была информативна, впрочем, как и всегда. Мы увидимся с вами завтра в это же время на наших телеканалах.